эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. В Алекминске зафиксирован прогнозируемый подъем уровня воды, который привел к подтоплению сенокосных угодий ряда дворовых территорий. В республике не утихают дискуссии вокруг цен техническим топливом. В Горном Улусе аграрии, выходящие на сенокос, будут получать топливо на 2 автозаправочных станциях. В Амге прошел 8-й республиканский слет водителей большегрузов. В мероприятии приняли участие 11 команд из 10 районов Якутии. В Алекминске зафиксирован прогнозируемый подъем уровня воды, который привел к подтоплению сенокосных угодий ряда дворовых территорий. Несмотря на то, что ситуация была ожидаемой, паводок нанес ущерб сельскому хозяйству, затопив расположенные в низинах сенокосы. В самом городе пострадали жилые участки. Подробности об этом далее. Июль 2026 года запомнится алекминчанам небывало высоким уровнем воды. С 16-17 июля вследствие дождевых осадков уровень рос буквально на глазах. Мы 16 числа ввели особый режим повышенной готовности, и на основании чего решением КЧС района было дано указание главам городских сельских поселений провести все соответствующие подготовительные мероприятия. В населенных пунктах, которые у нас подвержены угрозе подтопления и где она уже таковая случилась, в соответствующем порядке были введены аналогичные режимы. Как следствие, на сегодняшний день затоплены сенокосные угодья в ряде наслегов Алекминского района. На территории администрации сельского поселения Первонерюкьяинский наслег Алекминского района вот уже 4-й день из-за проливных дождей и подъема воды сенокосные угодья и дамбы находятся под водой. Кругом вода. А это сенокосные угодья наших жителей тоже подверглись подтоплению. Как следствие этого отмечено подтопление и местами размыв автодороги УМНАС. Все покосы, все затоплено. И дороги тоже вот. Дороги УМНАС. Все затоплены. Мы, как села Лохомунку, изолированы из-за воды. Вот с центральным, с городом Алекминска у нас не предоставляются продукты и не можем попасть в город. И там тоже, где вот центральная дорога, вот у нас все дороги местами затоплены. Дать точный прогноз на летний паводок практически невозможно. Ой, картошка-то вахала, еден. Еден. Ой, на хатам барбах, Огромное количество рек и небольших речек, овраги, ручьи при осадках могут изменить картину, что, собственно, и происходит сегодня. Пока наблюдается некоторая стабилизация. Ситуация по летнему паводку в связи с аномально высокими осадками дождевыми. Ситуация в Алекминском районе сохраняется стабильно острой, требующей особого внимания. Но у нас продолжается спад интенсивности роста воды на участке населенных пунктов от Мача до города Алекминска. Динамика прироста воды за последние 4 часа составляет примерно плюс-минус 3-4 сантиметра. По населенному пункту Троиц, который находится в особом внимании, где имеется угроза подтопления жилых домов в случае превышения критического уровня, уровень воды стал, то есть у нас роста не было. По рекам Чара и Киндигирь есть динамика спада от 1 метра до 63 сантиметров. Мы будем продолжать следить за развитием событий. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.
В Якутии выросло число утонувших на водных объектах. Так, в этом году зарегистрировано 13 случаев гибели, тогда как за аналогичный период прошлого года их было половину меньше. Для обеспечения безопасности людей на водных объектах проводится комплекс профилактических мероприятий, в их числе патрулирование рек и водоемов. Вместе с тем проводится надзор за маломерными судами и профилактические беседы с отдыхающими в детских оздоровительных лагерях, лекции с населением по соответствующей тематике. С 20 же июля на территории республики стартовал второй этап акции «Вода. Безопасная территория». И по нему не только мы работаем, но и Государственная инспекция по маломерным судам, Главное управление МЧС России. Вместе с ними наш, значит, отдел профилактики службы спасения республики. И непременно этой работой должны заниматься и муниципального образования районы сами. Это патрулирование совместные надзорных органов и вести постоянную профилактическую работу, начиная от документации и практически это патрулирование, это рейды совместные. За прошедшие сутки в Якутии в ходе мониторинга обнаружен один новый лесной пожар. Вместе с тем 13 очагов возгорания на общей площади более 2500 гектаров были оперативно ликвидированы. Так, на начало суток количество действующих лесных пожаров сократилось до 15. Усиленная работа по тушению возгораний проходит на территории Амгинского, Тампонского, Верхневилюйского и Усть-Майского районов. Также было локализовано 3 пожара на общей площади 13 тысяч гектаров. В зоне контроля на удаленных и труднодоступных территориях остаются 8. В тушении привлечено 282 человека и 2 единицы техники. На территориях 5 лесничеств в соответствии с классами природной пожарной опасности проводится авиационный мониторинг 5 воздушными судами. 2 вертолета Ми-8 задействованы на переброске сил и средств на Амгинском, Тампонском и Усть-Майских районах. Также на территории 16 лесничеств проводится постоянный наземный мониторинг. Оперативность тушения лесных пожаров в охраняемой зоне составляет 99%. Всего с начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 342 лесных пожара на общей площади 100 412 гектар. В республике не утихают дискуссии вокруг цен и обеспечения техническим топливом. В Горном Улусе аграрии, выходящие на сенокос, будут получать топливо на 2 автозаправочных станциях села Бердигистяк. Всего Министерство сельского хозяйства от хозяйств района поступили заявки на 455 тонн топлива, из которых на данный момент утверждено 60 тонн для распределения по наслегам. На днях с АЗС «Туймада-нефть» для нужд наслега Атамай было отгружено 2 тонны 200 литров топлива из выделенных им 5 тонн. Жители Кировского наслега также получили свои 5 тонн в полном объеме для дальнейшего распределения среди сенокосцев. Кроме того, компания «Туймада-нефть» готова к отгрузке топлива для наслегов Салагон, Мытах и Октябрьский. Остальные наслеги будут получать дизельное топливо на АЗС Саханефтегазбыта. В Кировском наслеге выделили 5 тонн дистоплива. Сегодня мы заправляемся все эти заявленные литры. И по приезду в наслег мы распределяем 20 хозяйствам по бочкам. Теплоэнергосервис объяснил жителям Якутии правомерность начисления за отопление в летний период. Согласно разъяснению компании, оплата тепла летом не является ошибкой, обусловленной распределением общей стоимости услуги на 12 месяцев. Такая система позволяет снизить финансовую нагрузку на потребителей в зимние пики и обеспечить стабильность семейного бюджета. Также в ведомстве напомнили, что в этом году летнего повышения тарифов не будет. Индексация перенесена на октябрь. Жители труднодоступных сел Тока и Олбут Алекминского района получили доступ к высокоскоростному интернету благодаря запуску новой волоконно-оптической линии связи. Специалисты оператора «Арктик-Телеком» проложили около 20 километров кабеля, что позволило в 3 раза увеличить скорость интернета в Тока и впервые обеспечить качественную связь в Олбуте, где ранее использовался только спутниковый доступ. Теперь сельчанам стали доступны современные цифровые сервисы – телемедицина, онлайн-образование и госуслуги.
Жаркая пора для абитуриентов. Идет прием документов учреждения среднего профессионального образования Якутии. На 6864 бюджетных места подано более 20 тысяч заявлений. Спрос на обучение в СПО продолжает расти. Среди молодежи наиболее востребованы такие направления, как сестринское дело, IT-специальности, финансы и экономика, преподавание в начальных классах. Кроме того, абитуриентов привлекают новые специальности, в частности, связанные с разработкой компьютерных игр, искусственным интеллектом и информационным моделированием в строительстве. Для поддержки поступающих на базе Центра опережающей профессиональной подготовки работает колл-центр. При поступлении целевой договор, подтвержденный, подписанный работодателем с определенными мерами поддержки, получает преимущественное право при зачислении. Приветствуется, если все эти соглашения были зарегистрированы и внесены в портал «Работа в России». Горно-геологический техникум Тампонского района объявил о начале приемной кампании на 2026-2027 учебный год. Учебное заведение ведет набор выпускников 9 и 11 классов для подготовки специалистов горнодобывающей отрасли. Зачисление абитуриентов проходит без вступительных экзаменов на основании среднего балла аттестата. Техникум предлагает востребованные профессии, обеспечивающие кадрами промышленного сектора региона. Выпускники 9 и 11 классов могут поступить без вступительных экзаменов. Зачисление проводится по среднему баллу аттестата. У нас есть направления на базе 9 класса, такие как геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, сварщики ручной и частично механизированной сварки, маршридерское дело. А на базе 11 класса машинисты на открытых горных работах, обогатители полезных ископаемых, подземная разработка месторождений и полезных ископаемых. Прием документов продлится до 15 августа. На сегодняшний день подано 83 заявления. В Амге прошел 8-й республиканский слет водителей большегрузов, победителем которого стала команда Мегино-Кангаласского района. В мероприятии приняли участие 11 команд из 10 районов Якутии. Программа слета включала профессиональные эстафеты, спортивные состязания по национальным видам спорта и творческие конкурсы. Впервые в соревнованиях участвовали представительницы клуба «Автоледи», показавшие мастерство в замене колес. 2 и 3 места в общем зачете заняли команды Чурапчинского и Булунского районов соответственно. Безусловно, мы преклоняемся перед трудом простых тружеников, водителей, которые своим ответственным трудом двигают нашу экономику вперед, обеспечивают наше население отдаленных, труднодоступных наследов всем необходимым. Сегодня в республике насчитывается более 20 тысяч работников, водителей, дальнобойщиков, и они абсолютно на добровольной основе объединены в такое сообщество. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в эфире.